Ингушетия маленькая республика, и власть была вынуждена пойти на довольно грубые нарушения закона, вести себя как, я бы сказал, имперской политики, подойти как бы вот с точки зрения имперской такой политики и вести суд не внутри этой республики, сказав довольно цинично, что родственники будут мешать проведению суда. И совершенно очевидно, что все это сделано именно из соображений, опасения, что суд будет непопулярным, и они там все это проиграют. В Москве, очевидно, сопротивление более массовое, в Москве больше привлекается внимание, и здесь власть должна ведет себя по-разному. Иногда она может и вообще не наказать. Все это, вот все эти маневрирования, которые мы сейчас видим, и что там полегче наказали, где-то, может быть, тяжелее. Мы не знаем, как сейчас накажут этих 8 человек, среди которых есть пожилые люди. Мы заранее этого не знаем, может, наоборот, более жестко. Это лишний раз просто говорит о том, что везде превалирует политика, что нигде нету как бы опоры на право, на Конституцию Российской Федерации. И вот мы сейчас будем обсуждать, вот почему там больше срок, почему меньше, отнюдь не исходя так сказать, из закона. И вот это самое главное, что характеризует состояние общественной жизни и политики, и взаимоотношения власти и народов Российской Федерации, даже правильно бы сказать так. Например, возьмем Хабаровск. Там люди выходят на улицу, и там вообще пока, слава богу, нет, есть задержания отдельные, но нет таких как бы массовых задержаний, и власть боится применять силу. А с другой стороны, они и в Ингушетии дернулись немножко, так сказать, привлекая местную полицию к разгоне этой акции, и столкнулись с тем, что местные полицейские, это совершенно уникальный был случай, местные полицейские отказались разгонять мирных граждан, применять силу против них, они были вынуждены вызвать полицейских из других регионов. И вот что я хочу сказать, вот эта имперская политика, она очень опасна для будущей страны. И поэтому, или вот еще я хотел бы пару слов сказать о том, что сейчас там уничтожается гражданское общество. Ингушетия устроена так, что главную общественную организацию, главной общественной силой является там Совет Тейпов. Это исторически возникшая такая, исторически возникшее такое самоуправление, скажем так, и бесспорно любая власть, которая хочет намеренно мирно взаимодействовать с гражданами, она должна учитывать вот эту традицию, скажем, традиционное самоуправление. Собственно, можно было наблюдать и раньше, как они хотели оседлать Совет Тейпов, там назначив президиум Совета Тейпов сверху. И мы видим, и сейчас они фактически унижают весь ингушский народ, лишив юридического лица этот Совет Тейпов. И Совет Тейпов собирается, вот как нам сейчас журналистка могла бы рассказать, и она мне рассказывала, в гараже, в частном доме. И это, я должен сказать, будет иметь, и может, и наверняка будет иметь колоссальные политические последствия. Управлять вот таким имперским образом, управлять полицейщиной с целым народом, это очень опасно. И мы, в общем-то, когда эти процессы происходили, мы, правозащитники в Москве, довольно активно этим занимались. Мы действительно можем принести свое, по крайней мере, я от себя могу принести некое изменение, потому что мы видим, что в России вообще сейчас вздыблено, скажем так, и по всей стране происходит массовые нарушения прав граждан, так сказать, вообще, так сказать, в стране выстраиваются проявляются такие фашистские практики управления народом, власти народ. И в том числе, можно сказать, и то, что происходит в Ингушетии, это очень опасная ситуация, ей надо заниматься, и мы этим будем заниматься в будущем. Многие
обоснованно считает, что история с митингом в 2019 году, когда произошли столкновения, это было спровоцированное столкновение как месть местных властей в адрес митингующих за вот историю октября 2018 года. Насколько вы считаете возможным такую провокацию со стороны властей с учетом взаимоотношений власти и общества за последний год? Ну, я думаю, это вполне, так сказать, естественное предположение. Я не изучал, вот это надо просто, может быть, вам виднее, там, что происходило в марте. Я просто не изучал специально. Но по событиям на Болотной площади в Москве я могу определенно сказать, там, или на московских вот событиях последние, когда были выборы в городскую думу, всегда источником столкновений являлась полиция. Все, подчеркиваю, всегда. Вот того, что происходит в Париже, например, да, вот Путин говорит, вы хотите как в Париже, когда там были акции «Желтый жилет», так называемые, били стекла, там все остальное, теми, кто присоединялись к мирной акции. В России этого еще не было. Но такое впечатление, что власть очень хочет, чтобы это было. Она показывает примеры, показывает того, что вызывающий, вот, пример какой, когда полиция вызывающая себя ведет и вызывает естественный протест со стороны митингующих, мирно митингующих людей, то очевидно следующий шаг, это как бы провоцировать того, что молодежь радикально, сталкивает молодежь в радикальную сторону, что радикальная молодежь может это допустить. Я лично, конечно, категорически против этого. Я говорю, друзья мои, только мирный протест, только выборы помогут нам мирно изменить ситуацию в стране. Но полиция подталкивает к этому, это очевидно. Не будем забегать вперед. У нас еще впереди серьезный процесс, у нас серьезные возможности, гарантированные российским УПК. Не будем предрешать сами этот приговор. Может быть, кем-то он и пытается, и хочет быть предрешенным, но не нами. Значит, мы работаем всерьез и упорно, и будем отстаивать нашу позицию. Я хотел бы добавить, если можно, два слова, прям совсем коротко. Оно действительно в настоящий момент, вот, все обстоятельства говорят о том, что оно предрешено определенным образом, но именно работа адвокатов и в том числе политические какие-то обстоятельства в стране и поведение ингушского самого народа может привести к тому, что это политическое решение может измениться. И такие примеры мы видели неоднократно в России. Бывало так, что действительно власть упиралась и доводила до конца совершенно жестокие приговоры, но иногда она сдавалась, понимая, что ей просто невыгодно проводить эту жесткую линию.